провести хорошее профилактическое мероприятие, нам нужна большая аудитория, желательно в возрастной категории рабочего класса. Потому что, как показывает статистика, воздействию мошенников подвергается именно рабочий класс. То есть это молодые люди от 30 до 60 лет. Самый главный совет, чтобы обезопасить себя в сети интернета, не общаться с незнакомцами. Ну и, конечно же, обезопасить себя таким образом можно и от телефонных мошенников тоже. То есть не поднимайте трубку, когда вам звонят с незнакомого номера. Когда вам звонит знакомый человек, который хочет обратиться к вам с какой-либо просьбой, да, это реальный человек, не мошенник, он напишет вам в WhatsApp. В любом случае он найдет какой-то способ, чтобы выйти на вас через знакомых вам лиц и так далее. Да? А мошенники, они просто звонят. И если вы поднимаете трубку, отвечаете на телефон, то есть они уже вас отмечают в своей базе данных как человек, готовый к диалогу с человеком, который звонит с незнакомого номера. И потом передают дальше ваш уже номер телефона, уже дальше по цепочке. И дальше уже начинают вас обрабатывать по вашему аккаунту в социальной сети, допустим, да, потому что все равно мы оставляем цифровые следы, мы они могут по нашему номеру телефона узнать наше имя, отчество, фамилию подобрать они тоже, в принципе, могут, да, они могут ввести и просто сопоставить. И даже просто позвонить и обратиться к вам по имени, отчеству. И человека уже это подкупает, и человек начинает думать, раз он знает меня по имени, отчеству, значит, он либо мне знакомый, либо мы где-то с ним встречались, либо у него есть мои данные, поэтому он мне, возможно, чем-то может быть полезен. А мошенники часто категорически никогда не бывают полезными. Они всегда бесполезны, и всегда общение с ними оборачивается только потерей для нас. Некоторые люди не переживают эти потери. Некоторые семьи распадаются из-за таких потерь. И это очень страшно на самом деле. В прошлом году мы отдали почти 1 миллиард мошенникам. Это огромная сумма, огромная сумма. Это даже, не знаю, по всей России мы как регион, наверное, в топе у мошенников. Потому что они используют социальную инженерию, как раз те методы, которые подкупают человека. Они подстраиваются под голос, они подстраиваются под ситуацию. То есть они могут подстроиться даже под обстоятельства, какие-то некоторые обстоятельства. Если вдруг им удается выяснить вашу личность, узнать ваш круг общения, где вы живете, где вы работаете и так далее, они могут создать такой некий ваш образ для себя. И если вы выкладываете в социальные сети, допустим, фотографии своих детей, своего мужа, то есть они уже знают, что у вас есть дети, у вас есть муж, и они знают ваше место работы, и могут спокойно сопоставить ваш образ и уже манипулировать вами через ваших детей, через ваших близких и так далее. То есть здесь, когда человек понимает, что он стал жертвой мошенников, он начинает в первую очередь не осуждать себя, не принимает свою ответственность, он начинает искать третьих лиц, которые виноваты в этом. Они приходят, начинают предъявлять полицию, найдите. Они начинают обвинять банк, почему дали этот кредит, почему вы не остановили и так далее. Хотя в последнее время даже сотрудники коммерческих банков, они останавливают клиентов, которые замечают у банкомата, который проводит длительное время. И сотрудники банков останавливают этих клиентов. И говорят, что вы являетесь жертвой мошенников, с вами разговаривает мошенник, прекратите операцию, не делайте ничего, не делайте никаких переводов. Таких случаев в начале этого года, за последние 3 месяца было 2, когда сотрудники банков останавливали своих клиентов вот так и помогали им избежать участи жертвы мошенников. И чтобы не стать жертвой мошенников, нужно защитить свой аккаунт, нужно сделать его безопасным, нужно закрыть его, чтобы он не был общедоступным, например, да, чтобы не получили доступ к нашему мобильному банку, не светите свой номер телефона, где попало. Если вы размещаете объявления в агрегаторах, где продают вещи, да, там Юла, Доска и так далее, то купите, не поленитесь, сходите, купите другую симку, которую вы потом закроете, когда вы продадите эту вещь. Например, чтобы продавать недвижимость, используйте услуги риэлторов. То есть именно специализированных людей, которым
в принципе, могут делать свою работу очень качественно. И вы обезопасите себя от этого. Потому что, ну, зачем кому-то знать, что вы продаете там гараж, квартиру, машину, неважно, да? Это можно делать через посредников и уже иметь дело с профессионалами своего дела, которые работают с этим и обезопасить себя от общения с мошенниками теми же. Вот так. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом бытии и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас! И сегодня мы являемся свидетелями, участниками замечательного события – открытия выставки югагирской художницы, молодой художницы Екатерины Суржаниновой. И хочется отметить именно вот то, что она как молодой специалист, профессионал, художник проводит очень большую работу по созданию картин о жизни и традициях своего югагирского народа, других народов нашей республики. Все мое творчество связано с коренными малочисленными народами Севера и с Арктикой. И на данной площадке исторического парка «Россия. Моя история» проходит уже 8-я по счету моя персональная выставка. В Якутске она 4-я. И здесь представлены работы, написанные в 3 районах нашей республики – Нижнеколымском, Тамбонском и Аймиконском. Пейзажи и портреты местных жителей, также графика. И за такой короткий срок мы поставили инсталляции, которые показывают именно быт людей прошлого, которые когда-то жили в нашей республике. И сейчас их потомки живут и пытаются сохранять и передавать свою культуру своим детям. И я очень рада, что возможности этого пространства смогли воплотить какие-то идеи в явь. Сегодня вот эта выставка, которая проходит в историческом парке «Моя история, моя Россия», и это позволит все-таки молодому поколению донести важность сохранения традиций, культуры, родных языков коренных народов Севера, Арктики. Вот, поэтому тема Арктики, тема коренных народов, она сегодня очень важная, и президент нашей страны говорит о том, что необходимо сохранять традиции и традиционные ценности народов России. Поэтому в этом контексте это тоже очень важно. Это развитие нашей культуры. И мы очень надеемся, что такие выставки будут продолжаться, и мы сможем вывести работы Екатерины Суржаниновой и в Москву, и в Санкт-Петербург. Вот уже
с Санкт-Петербургом практически у нас есть договоренность о организации выставки в музее Арктики и Антарктики. Вот. Также проводим работу по планированию выставки в Москве. И сегодня также озвучена была информация о том, что планируется выезд выставки в Болгарию во время установки памятника Теки Адулоку, кагирскому писателю. И поэтому надеемся, что у Екатерины большое будущее, и она уже написала очень много картин. И я очень надеюсь, что вот это наследие, как и кагирского народа, оно сохранится и привлечет все больше интереса и молодежи к вопросам именно вот сохранения наших традиций. Привет! Какая встреча? А что ты тут делаешь? Я пришел написать реферат. Какое совпадение, я тоже. Ну пошли. Пошли. Здравствуйте, мне, пожалуйста, билет. Зачем тебе платить деньги, если есть Пушкинская карта, и с помощью него ты можешь приобрести билет? Скачиваешь госуслуги, потом регистрируешься, потом скачиваешь госуслуги «Культура». И у тебя там будет автоматически 5000 рублей, которые ты можешь потратить на музей, в кино и на концерты. Как круто. Не тратьте деньги, есть Пушкинская карта.